вылезли из зоопарка, и сейчас мы пойдем в отель Чайковский, чтобы маму заселить в отель. Как мы обещали, что если она приедет, то она будет жить в этом отеле сутки. Вот мы пошли. Вов, мы же здесь можем пройти? Мама даже одела на каблуках. Да, потому что она же идет в мотель. В мотель, в отель. Да, она тоже ходит? Не, мне тоже кажется, что она не ходит. Да. Я тоже имею. Видишь, хожу. Мне кажется, все имеют это право. Ходить в кроссовках, в кедах. Я иду в кедах, вот. Мама хочет быть красивой. И найти себе мужа. Мужа? Американца. Американца? Мне кажется, мама не хочет этого. Мужа американца найти. Нет, я вообще мужа не хочу. Уважаемые подписчики, если среди вас есть какой-нибудь прекрасный мужчина, Муж. нет, который полюбит эту Так, женщину. вот она. Вот она, звезда. Нет. Обращайтесь, пожалуйста, по телефону, который указан ниже. Нет, нет. Никогда. Брачное агентство Регина. Уже все называется именем Регина. Мы по этой стороне, Вов, пойдем, успокойся. Соединяем души, сердца. Да, Соединяем вас любовью. Регина соединяет души и сердца. Это точно. Дарю любовь. Дарю любовь за 5000. Принятие себя, своей сексуальности, Да, своей точно. женственности. Ага. Мне кажется, тебе лучше подойдет консультация, как ходить 6 часов по магазину и не устать. Мастер Тото. Да, мастер Тото. Тото. Он хочет стать Тото. Кстати, нет, нифига не Тото, мы вчера с ним обсуждали. Уже не Нет, Тото уже. Блогером был игровым. Я ему дала психологическое задание. Так. Вот представь, что мы находимся в идеальном мире, где нету денежного эквивалента как такового. И школы. Ничего вообще. Есть вот все есть, но нету денег. Так. И вот что бы ты делал? Вот ты захотел себе дом, вот у тебя он есть дом. Ты захотел себе машину, там, вот у тебя есть машина. Ты захотел себе виллу, у тебя есть вилла. Вот все, что ты хочешь, оно к тебе приходит. И Давайте вот чем лучше бы ты перейдем занимался? дорогу, а? Сейчас они промчатся. И что он ответил? Вот. И, в общем, долго-долго. Он сначала сказал, что я бы купил себе дом в Лас-Вегасе, в Нью-Йорке, типа, ездил бы везде, смотрел бы всякие водопады, типа, изучал бы мир. Я говорю, хорошо, дальше ты что делал? Ну вот прошел год, ты уже везде все объездил, везде все посмотрел. А тут суть-то докопаться вот именно до глубинных моментов, чем вообще человек, вот в чем он себя видит. Мне было очень странно, что он не сказал о том, что он хочет быть тату-мастером. Он сказал, что, ну, я бы, типа, делал музыку. И я такая... Какую музыку? Музыку? Да. Я бы, типа, занимался тогда музыкой, я бы научился играть на гитаре. Я говорю, отлично. Но мне, говорит, мама сказала, что у меня нету ни слуха, ни голоса. Ну, это так и есть. Ну, я не знаю. Ну, мы можем, конечно, его сводить в музыкальную школу, и ему там то же самое скажут, но... Ну, он вчера пытался отбить мне бит, но что-то чуть-чуть не срослось. Потому что у него нет ни слуха, ни голоса, к сожалению. Вот, и поэтому вот так. Еще он сказал, что, типа, ну я бы впал в депрессию, просто бы лежал. Ни слова не сказал, кстати, про этих своих аниме. Вообще ничего не сказал. Да, нормально. Я говорю, ну ты бы, аниме? Ну, не знаю, смотрел бы. Я-то думала, что, может, он там захочет рисовать аниме и продавать. Ну, не продавать, а просто дарить людям вот, свой дар. То, что он рисует аниме. Нет, он вообще ничего такого не сказал.
сказал, вот я бы занялся музыкой, делал бы музыку и научился бы играть на гитаре и типа петь. Я говорю, Такой интересный ты, Регина, задала вопрос. да. И я так задумалась, а я, ну вот, представила бы Видишь, ты уже себя. понимаешь суть. Ну, в смысле понимаешь суть? Я вот пока что-то запуталась и не могу ответить на эти вопросы, мне нужно подумать. Ну вот давай представим, что вот ты находишься в идеальном мире. И в Сейчас этом камеру идеальном выключу. мире- Мы уже повернули на улицу, где стоит отель. Ты хочешь сказать, что бархатцы цветут до января? Да. Вот прям до января. Да. Если вывалится снег, конечно, уже не будут. А тут обычно же до Нового года тепло. Новый год еще тепло. Плюс 7. Новый год бывает. Плюс 10, плюс 3. Еще все цветет. Хризантемы вообще хорошо цветут. Мгм. Да, Калининград очень колоритен во всех отношениях. Пойдемте сначала за отель на задний дворик. Там что-то невероятное. Да. Мам, пошли сначала на задний дворик. Пойдешь? Мама по моим видео, в принципе, уже все знает. Что-то невероятное. На заднем дворике. Мама, ты видела, что на заднем дворике? Велосипедки? Кажется, это дороги. Тут вот есть, Регина, коллекция дверей. Велосипеды. Уличные столики ресторана. Да, тут вот так вот декорировано, я бы сказала, просто дверями. Вот так вот это все выглядит. Видите, тут можно в ресторане здесь сидеть, на заднем дворе, а можно в самом ресторане. Ну, сейчас холодно здесь. Так я же говорю, вот интересно вот это. Мне вообще нравится. Вот эти коллекция дверей этих. Что-то интересно. Давай я тебя сфотографирую, вставай вот сюда. Вот номер в отеле Чайковский, но нам предоставили второй корпус отеля, не первый. Потом сообщили, что Татьяна Устинова тоже всегда живет во втором корпусе. И Гузеева, и Светлана Светличная останавливалась в этом номере, да, вроде сказали? Да, в 56-м. В 56-м, под нами останавливалась. Включите свет. Ух, как красиво здесь в ванне. Девочки будут фотографировать, ходить в другой корпус. Ну, вот так вот надо. Тут есть кофемашина, чтобы выпить кофе. Вот свадьба у нас была в таком отеле, когда мы с Вовой женились. Но у нас был номер стандарт, поменьше. Этот улучшенный номер. Побольше, да. Вот так. А, вот снимает. Мам, покажи, что ты купила. Мама. Вот ложечки мама купила по 100 рублей. И вот такой браслетик за 300. Мгм. А Регина мыло покупает. Вот такой вот. И тарелку она еще И покупает. тарелочку покупает. Вот. А я вот такое колечко купила себе. А мне не лезет колечки. Ну, только смотря какие, там ведь их полно. Да я их Вот Регина мыло набрала. Красиво. По 100 рублей мыло. Да. И А ложечки вот по это 100. ваши? Да, Да? берите отсюда. Откуда? С этих стендов. Ага. А можете пока что к себе поставить? Я сейчас тут Остапа понесло. Тут Остапа понесло. Вот такие тарелочку она такую взяла вроде бы. Тут вот есть такие вот сувениры прикольные.
Это остров Канта, самый, получается, первый киоск от хлебного. Тут все очень дешево, реально, по сравнению с другими. Видите, всякие какие штучки, амулетики. По 200 рублей это вообще дешево. Ведьмина бутылочка. Эти талисманы по 50 рублей. Кошельковая мышь. И всякие вот такие штучки. Ну окей, сейчас. Наташ, дай 2. Талисман. Да, у нас запас не Это все по 50 рублей. Очень красиво. Все, куда? Ложка-гребушка, точно. А можно мне еще ложку-гребушку? У меня 50 рублей есть. О, вот. Мельхиор посеребренный. Вот ты уберешь меня? Ложку-гребушку в сумочку убери меня. Боковой, ты думаешь, я не вывалю из него? Нет. В передний, да? Вот это вроде мне нормально. А я еще вон что увидела. Да, я на мизинец, видишь, приносить. Очень красиво. Ну, ты смотря какой, выбери какой нравится. А я еще вон что увидела. Смотри, какие штуки шикарные. Шикарные. Это брошки. Это всякие штучки. Брошь. Есть краб. А это кто? Скорпион, что ли? Скорпион, бабочка. Красиво. Мы как сороки. Сороки. Мы налетели на киоск и покупаем. Правильно, сороки. Да. Отлично. Маленькие совсем. Мама выбирает колечко на мизинец. На Да нет, я безымянный. уже не знаю, на что я выбираю. Ну, выбирай уже. Я просто... Мы решили все-таки прогуляться вместо шопинга, который закончился. И мы решили погулять по рыбной деревне. Регине очень понравились кораблики. Регина хочет покататься, но сегодня холодно. Обзорная экскурсия по реке Накасре. Мне нравятся вот эти оформления. Я такое очень люблю. И вот здесь уже, видишь, тыквы приготовили к Хэллоуину. И вот эта фотозона неплохая. Вот можно где-то здесь встать, я вас сфотографирую. Давайте. Там покажи. Ты хочешь на башню Маяк залазить? Нет, не залазим в другой раз. Просто покажем здесь, наверное, портрет, там, где с обезьянкой сидит. Пошлите с обезьянкой пофотографируемся, ребят. Регин. Там еще проститутка есть. Сейчас покажу, да. Статуя проститутки. Ну, мы ее так называем. Вот здесь мужчина с обезьяной. С ним всегда все фотографируются. Вот. Девочки идут. Здесь свадьба. Тут фотосет. Фотосешн. Вся басика. Мы еще не обратно, мы к собору пошли. Вот синагога. Мама, ты синагогу-то видела? Вот синагога стоит. Да, синагога. Это евреев, да? Это храм евреев, как ты говоришь. Я подвесочки солнце с янтарем и подкову с янтарем купила на призы. Очень крутые подвесочки, такие красивые прям. Мне понравились очень. На призы я их взяла.
Я всех снимаю. Приветики, репсики. Ребзики. Ты когда таким крупным планом свое лицо в камеру увидишь, ты офигеешь. Так, вот здесь, на вот этих перилах сидит Хомлин. Его нужно найти и загадать желание. Слышишь, мам? На этих перилах сидит Хомлин. Его нужно найти и загадать желание. Да. Ну, ясно, понятно, где толпа, там и Хомлин. Подсказка. Подсказка, где толпа, там и Хомлин. И в очередь надо. И надо в очередь стать, чтобы желание загадывать. Не переживай. Ты думаешь, что Вадик тебя потеряет? Нет, он не потеряет. Просто А что тогда плохо? как фотку. Я нафоткаю на свой. Вова на свой нафоткает. В общем, по всему Калининграду сидят хомлины в разных туристических местах. Их, ну, по сути, когда идут экскурсии, их нужно всех, допустим, собрать в коллекцию. Да. Вот он сидит. К нему нужно подойти, погладить, загадать желание. Обязательно. Вот. Еще Хомлин сидит в музее янтаря в одной из бойниц. Потом он сидит в... Как же они называются? В Бранденбургских воротах, по-моему. Ну, много на самом деле их коллекций тут. Загадывай желание. Я тебя снимаю. Регина! Регина! Я тебя пока сфотографирую с Хомлином, как ты фотографируешь Хомлина. Вот собор Канта. Обычно фотографируются примерно вот здесь. Вот здесь примерно. Вот так встаешь, я тебя могу сфотографировать. Вот видишь, где все фотографируются, там и я. Вон Регина стала фотографировать тоже. Да, очень красиво. Молодец, хорошая фотография. Она очень хорошее фото сделала, да. В черно-белый сейчас. Не надо. Красиво же в цветном. Нет, посмотри в черно-белом. Ой, да прям. Нонсенс вообще. А ты делаешь? Она снимает нас на видео, а я снимаю ее. Мама, ты что, видеограф? А можешь ты меня сфоткать, типа я из 20 века? Из 20-го? Ага. А ты типа не из 20-го? Ну, из 19-го. А, хорошо. Мы в той зоне, где Регине самое место. В шопа-зоне. Мы в шопа-зоне, и Регина покупает. Только я не вижу ее, честно. Вот она Регина. И она покупает. Или она смотрит, чтобы купить. Фильм про шопоголизм.
В отдельно. главной роли я. В главной роли Регина Шопоголик. Голошопик. Регина Голошопик в главной роли. Так, мама тоже стала. Я уже жалею, что я купила там магнитики, а не тут. Потому что тут они с янтарем, а там без. А там просто они такие другие особенности, а тут вот эти. Ну, я Ну, хотела такие, они тут были по 100 рублей, а тут по 50. ну-ка возьми. Все, я продала. Да ладно, хватит плакать-то, возьми еще магнитиков. Куда мне их столько, кому их буду дарить? Ну так тогда те магнитики, они вообще элитные, Я их красивые. маме. Чтобы она их подарила. Цельный камушек. С натуральным цветом. Ой, Мышки по 50 рублей. чем пахнет? Нет. А сердечки почем? 250. По 50 рублей? Чем-то пахнет. Церкви какой-то. Это ладанное масло, мне кажется. Мгм. Ну, вот тоже хорошо пахнет, а неплохо. Подрезочки. А было сколько? Вот это 100 рублей мыльцы. Ой. Вот это вот все по 100 рублей. Вот это 150. Вот это тоже все 150. А было? Булавочки по 100 рублей, розочка 200, кошельковый талисманчик по 50 рублей. Это палочка для лица и тела по 700 рублей. Бусики очень красивые. Угу. Не сильно дорогие. Стрекозюлька красивенькая. Где-то другую. Вот. Она 700 стоит, конечно, она хорошая. Посмотрите, как будет выглядеть. Все хорошее. Такой браслет 100 рублей, это лечебный, это не обработанный. А, тут 200 написано. Ну, 200 это которые вот блестящие. Блестящие 200, Регина. Да, это блестящий 200, а этот 100 рублей. Регина, ты уже увлеклась. Хорошо, Я потом еще браслетик. Ну, потом. Ни в чем не подозревала. Это, знаете, гравировочка очень красивая, конечно. Ну, поэтому они подороже. Да, они подороже, но видите, у них здесь и по весу они тяжелее. Поэтому еще и за счет этого еще зависит. Всякие красивые штучки, конечно. Это не сильно дорогие. Вот эти вот уже дорогие, по 1000 рублей. Вот эти вот по 700, по 800 рублей. Они покороче. Да, они чуть-чуть, да, они покороче чуть-чуть. Вот эти вот тоже, вот эти вот вообще 450 рублей. А вот Кусочки янтаря. вот эти вот 500 рублей, или 500 рублей. У нас у них длина 70 сантиметров. Они, как бы они, знаете, они даже ничем не уступают, а вот этим вот бусикам. Они очень красиво смотрятся, со стороны они очень интересно. То есть, если вы их оденете, вот они у вас, длинненькие. Интересно. И, знаете, они хороши тем, что они под любой цвет одежды подойдут. Например, если я на красное одену, они даже на красную подходят. Если у вас с цветным, даже вот смотрите, видите, как бы они, вот с желтым тоже очень хорошо будет смотреться, с желтой одеждой. А с шармами браслеты почем? 250. Потому 150. что здесь Видишь, несколько шармами камушек, браслет. и они Шармы. подходят под любой цвет. Ну, это то, что вот на такой браслет одевается вот такая штука. Ну, это как... Как это? Я тоже забыла. Где? Если Оля дарила. Да, но он за 12 тысяч дарил. Это тут просто как бы такое же, но другое. Сколько они? 250. 250. Шарм 250. Вот смотрите, разный цвет. Да, вот видишь, они всякие тут. Ну, этот красивый, благородный браслет, не переживай. Вот какие магнитики есть. И тут разные цитаты. Такие интересные. Сейчас мы были в янтарном ларьке, и у женщина... Надо было женщину снять. Да не, мы ее снимали до этого, она же стесняется. Вот такое кольцо у Регины от бабушки, да, ну у тебя, Регина? Бабу Зину. От бабы Зины? Да. Вот, и в общем, она... Зине она досталась от бабы Лены. Вот, а она увидела это кольцо и говорит, у меня, говорит, такое же кольцо, я его покупала в 90-х, да? Пала ей подарили на Ей подарили бракосочетание. на бракосочетание в 90-х.
И она говорит, ничего себе, говорит, я Она говорит, я никогда... удивилась, я говорю, смотрю, просто ты понимаешь, что это вот такое же кольцо, как у меня. Для меня, говорит, было таким шоком прям. Что, Я говорю, а типа? мы с Урала, она говорит, я с Ярославской области. Вот видишь, совсем так даже... бывает. Я раз в жизни увидела такое же точно кольцо первый раз. Да, и причем самое интересное, что регионы вообще друг от друга далеко-предалеко. Вот так вот всякое бывает в жизни. Могла бы мне куда подарить. Ну, конечно, вот она всем будет дарить сейчас. Может, я ее кармическая сестра. Но она же не ухажер твой. Тоже верно. Она же не живет в Крыму. Да, уши же не ест твои. Ну, выпьешь сейчас. Что там? Элитная. Ням-ням. А там кто-то обедает. Или, наверное, судя по времени, в вашем регионе ужинает. Но. Ой, девочки, девочки. Мальчики, мальчики. Я вообще так рада, что я не ем, а хожу. Вот реально, я последние дни, я просто от психа набивала себе щеки едой, особенно Перед сладкой. нашим прилетом? Нет, перед вашим прилетом я попыталась похудеть. Как только вы приехали, я набила себе щеки, я не останавливаясь ем. И сладкое, только сладкое, понимаешь? С психу. Тебе вкусно? Вкусно, Ну, это самое главное. а жопка-то растет. Все полезно, что в рот полезно. Да, конечно, блин. А потом ни в одни штаны, когда не влезешь, тоже будет классно. Влезешь. Купишь себе новое, что тебе, да, скажи? Да, так и сделал. Когда сделала на 10 килограмм. Очень удобно. Пошла себе, купила 54 размеры, нормально. Можно на вырост. Ну а что, сначала подпоясываешься, потом уже нет. Удобно. Ну, такое. Да. Ой, поехали мы сейчас ужинать в ресторане Чайковский. Вот мои кабачковые котлеты. Максим, Регина, мама. Это твоя свинина, мама, да, с картошкой? Медальон с картофелем. Да. Все сидим, пьем чай, облепиха. А. Щучи. Вот щучьи котлетки с пюре.